Иншаллах, мы сегодня продолжаем то, что начали в тот раз Коран и о намазе и о Фатиха, иншаллах та'аля. И выбор, как мы сказали, не был просто так полное объяснение Корана и объяснение Фатиха. Мы сказали в тот раз в хутбе, что пророку подошли, саллаллаху алейхи ва саллям, подошел сахаби и говорит, что там человек читает намаз, но делает такие большие грехи. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отвечает: «Инна салатаху сатанхаху ан далик». Поистине этот намаз удержит его от этого. То есть придет время, и намаз удержит этого человека от этих больших грехов. То есть если у человека есть намаз, то значит у человека есть шанс, что он когда-то останется, или что когда-то оставит вот эти грязные дела. Это о чем еще говорит? Говорит о том, что если мы сюда приходим, читаем намаз, и у нас есть эти отклонения, есть эти грехи, то должны оставить. Конечно, Аллах Субхану ва Тааля в Коране тоже это говорит: «Инна салата танха аниль фахша». «Инна салата танха аниль фахша и валь мункар». Поистине этот намаз удерживает. То есть этот намаз должен удержать нас от этих порицаемых, этих непристойных, от этих черных и грязных дел. И некрасиво человек приходит на намаз, приходит и уходит так, как пришел. То есть не должно быть, не подобается это мусульманину. Не были сахабы такими. Не были. Если мы хотим, чтобы эта религия наша дала нам пользу, мы должны понять религию, и мы, иншаллах, как договорились, будем продолжать и говорить о Коране. О Коране много чего можно говорить, но мы будем брать понемножку и Аллаха просить, чтобы это немножко дало нам больше барака. Потому что то, что взято искренне ради Аллаха, с ихласом, это будет там много барака, иншаллах та'аля. Мы взяли, альхамдулиллахи роббил аламин, и сказали: каждый из нас, кто станет на намаз, читает этот намаз, он обращается к Аллаху, он разговаривает с Аллахом Субхану ва Тааля. В хадисе Кудси, то есть хадис, который передает Аллах через пророка, это не Коран, а хадис, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, Аллах говорит, когда раб встал и читает намаз, вот этот намаз, который мы читаем, то есть это Фатиха, который мы читаем в намазе, когда раб говорит: «Альхамду лилляхи роббил аламин», Аллах отвечает. То есть 7 предложений, и Аллах на каждое предложение отвечает нам. «Альхамду лилляхи роббил аламин» мы взяли целую хутбу про «Альхамду лилляхи роббил аламин», хвала Аллаху, Господу миров. То есть и сказали там очень интересный момент, как мы будем воздать хвалу, благодарить Аллаха с языком, если наши деяния противоречат языку. То есть мы должны немножко подумать, действительно ли я говорю «Альхамду лилля», или на языке у меня «Альхамду лилля», а у меня на делах нету «Альхамду лилля». Из-за этого ни намаз, ни Фатиха, ни Коран не даст того результата, который мы хотим и должны хотеть, если у нас «Альхамду лилля» это слово: «О Аллах, воздаю Тебе хвалу, Альхамду лилля, Тебе благодарен, я признаю то, что Ты мне дал, и вот благодарю Тебя». И как это можно, если я харамные деньги заработал, если кого-то кинул и говорит «Альхамду лилля», Аллахи, он себе. И Ибн Мас'уд говорит, вот это, тот, который делает намаз вот так, и придерживается этим большим грехам, то есть как-то что-то не собирается или не оставляет, «Лам яздад мин Аллахи илля бу'дан», он только отходит от Аллаха. С этим намазом, который он должен был приблизиться к Аллаху, он отходит от Аллаха. То есть этот намаз или примется у нас полностью, или половина, или как 10-ю часть, а есть некоторые намазы, которые свернут и ударят нам в лица. Вот твой намаз. Намаз, хороший намаз, и по лицу дали нам в судный день. Почему? Потому что, во-первых, не поняли, во-вторых, сейчас, иншаллах, постараемся понять, не делали, то есть не воплощали, знаем, что альхамд это хвала. И как это хвала? Как мы воздаем хвалу, если мы делаем харам? Если мы гуляем, если мы кидаем, если мы делаем все черное, говорит альхамду, здоровье есть, выпили, потом альхамду лилля, да? Субханаллах. Проклятие Аллаха запиваем, потом говорим альхамду лилля. Из-за этого понять слово альхамду лилля. Потом у нас целая хутба была ар-Рахман ар-Рахим. Милость Аллаха Субхану ва Тааля. Милость его, милосердие. Потом у нас Малики Йомиддин очень мало уделили, на очень важное это, иншаллах, целая хутба будет о Йомиддин, о Йом аль-Кияма, судный день, потому что это очень важный момент,
И сегодня я это пропустил, но иншаллах вернусь к этому. Сегодня, в тот раз мы дошли ияка набуду ва ияка настаин. С этого начнем и постараюсь быстро, потому что на улице холодно, и там люди стоят. Ияка набуду ва ияка настаин. Тебе одному мы поклоняемся. Конечно, каждый из нас знает перевод, сейчас уже все есть, переводы, все есть, но постараемся поглубже узнать, что значит тебе, что значит поклоняемся, и что значит у тебя мы просим о помощи. Ияка набуду. По правилам арабского языка, или было бы, как сказать, должно было бы глагол, то есть мы поклоняемся тебе. Вот так должно было сказано, или здесь по правилам. Но когда переменили вот это, то есть здесь в Коране имеется тебе одному, то есть только тебе. Здесь смысл важный, не только поклоняемся тебе, только тебе, лишь тебе одному. Лишь тебе одному. И хорошо, а как мы можем узнать, мы ему поклоняемся или нет? Откуда? Только один путь. И мы это 100 раз говорили, только один путь, это путь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Нету поклонения, нету ни ибадата, нету ни рая, нету ничего, недовольства Аллаха, если не будем брать эту религию от Мухаммада, и все. Саллаллаху алейхи ва саллям. Ияка тебе одному набуду, поклоняемся. И вот слово набуду, слово ибада тоже хотел обратить внимание, и много раз говорил, и еще раз говорю, обратите вы тоже внимание на слово набуду, ибада. То есть, многие хотят сделать это слово очень маленьким. В то время большие и сильные ученые дали ему очень хорошее определение. Что такое ибада? Мы тебе поклоняем. Что такое поклонение? Намаз? Некоторые думают, поклонение это намаз делать Аллаху. Нет, намаз часть поклонения. Пост часть, то есть ибада это все, что делает раб, то, что любит Аллах, то, что признает Аллах, то, что потребовал Аллах, то, что приказал Аллах, точно так же то, что Аллах сказал оставить, не делать, запрещать, не делать это тоже ибада. Почему я еще раз говорю, обращаем на это внимание? Потому что люди, когда не понимают, и вот ширк, самый большой грех, самый страшный грех, вот шайтан умудрился вот достичь у мусульманина, или у нас сегодня пропустить нас вот этот ширк, пропустить у нас этот ширк, когда мы сделали слово ибада, сделали маленький, или смысл уменьшили его. Потому что многие думают, ибада, я намаз делаю Аллаху, я пост держу ради Аллаха, но взываю, обращаюсь, желаю, верю или жду помощь от другого. Нету. Ияка, тебе одному. Ибн Аль-Каим говорит, вся религия, не только это Мухаммад, наш ислам, все пророки, все откровения, все книги, вся суть религии, вся суть создания сотворенного, это для того, чтобы поклоняться Аллаху одному. Аллах Субхану Тааля это говорит в Коране, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Слово «лиябудун». Я сотворил джиннов и этих людей для того, чтобы они мне поклонялись. Одна цель, нету второго. И здесь мы видим «Ияка набуду ва ияка настаин». «Ияка набуду» мы сейчас разбираем. «Ияка» тебе одному. Нету, не предаем ни мало, ни большой, ни хороший, ни хороший, не предаем помимо Аллаха никому. Что не предаем? Ибада. Что такое ибада? Это все, что Аллах Субхану Тааля любит, хочет, приказывает, или то, что Аллах не любит и запрещает. Ияка тебе одному набуду. Ученые объясняют слово ияка тебе одному, лишь только тебе набуду, как слово ла набуду илля ияка. Не поклоняемся, кроме тебя, никому. То есть как ла иляха иллаллах. Ияка набуду это копия ла иляха иллаллах. Нету божества, кроме Аллаха. Не поклоняемся, кроме Аллаха. Вот ла набуду илля ияка. И, конечно же, идет следующее объяснение. «Ва ияка настаин». И тебя просим о помощи. «Ияка настаин». С этого слова мы тоже видим, что ибада, нету ибадата, нету поклонения без помощи Аллаха. «Ияка набуду», тебе поклоняемся, и у тебя просим о помощи. Точно так же нету помощи без ибада, нету ибада без помощи Аллаха Субханаху ва Тааля. Ученые разделяют
те, которые поклоняются Аллаху на 4 категории. Это тоже важно. Почему? Потому что многие думают, главное, он поклонился, и кому, как, что принимается, пойдет. 4 категории людей, то есть 4 вида людей. Есть те, которые поклоняются с ихласом и с мутаба, то есть искренне ради Аллаха, и как это делал пророк. Этот один вид, или первый вид, который принимается у него ибада, этот, который достигнет рая, нету. Остальные 3 все заблудшие. И мы в этом фатиха это находим, субханаллах, 7 ая включает в себя, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, то, что в Таурате, то, что в Инджиле, то, что в Забуре, все собрано в Коране. Ученые говорят, все, что в Коране собрано в фатихе. Все, что в фатихе собрано, ияка на'буду ва ияка, в 2 словах, субханаллах. Но, субханаллах, надо это, так сказать, побольше поразмыслить, побольше посмотреть про ияка на'буду ва ияка настаин. Это Мадаридж ас-Саликин, всем известная книга, Ибн Кайим, Мадаридж ас-Саликин, и Маратиб ахваль, ияка на'буду ва ияка настаин. Книга целая про слово ияка на'буду ва ияка настаин. И очень, как это, детально все расписано. И люди в ибадате, в поклонении Аллаха делятся на 4 категории. Первая категория это те, которые поклоняются с ихласом плюс мутаба, следуя за пророком. Вот это первая категория, которую можно сказать, или правильно говорят, что они действительно ияка на'буду. Тебе одному поклоняемся. А есть вторая категория. Ихлас потеряли, а делают то, что делает пророк. Ихласа нету. Это мы тоже говорили. Если ихлас потерял, 3 категории. Первым, который разожгут огонь ада. Первый алим, ученый, который учился и преподавал, и умер на этой пути, Аллах скажет ему, что ты делал. Он скажет, я учил и преподавал. Скажет, нет, врешь. Ты делаешь это для того, чтобы сказали о тебе. Точно так же богач, который Аллах дал ему богатство, он израсходовал, и в судный день, когда ему скажут, он скажет, я израсходовал на твоей пути все богатства, скажет, врешь. Ты сказал, что сделай это, чтобы о тебе говорили, что ты щедрый. И третий, который умер на священной войне, скажет, я умер и отдал душу. Аллах скажет, врешь, ты это делал для того, чтобы показать, или говорили о тебе смелый. Это 3 самых высших категории. У них все было правильно, внешне, скажем, как пророк это делал. Но внутри, ихлас внутренний, потеряли, и все первыми до мушриков был разожжен огонь этими 3 категориями людей. Это те, которые потеряли ихлас. И про ихлас мы говорили и будем говорить, потому что ихлас каждый день надо говорить про ихлас, потому что шайтан очень хочет нарушить ихлас, потому что нарушая ихлас, он добивается ширка, потому что рия, который брат против который стоит ихласу, это брат этого ширка, малый ширк, это рия, показуха, показать, чтобы на него указывали, чтобы показать, кто он. И мы привели вот этот хадис очень. И этот хадис, еще раз говорю, каждый должен себе это, субханаллах, выбрать самые великие дела, но из-за ихласа потеряли все. Есть 3-я категория, которые, у них ихлас очень хорош, тоже интересная категория. У них ихлас полный, ради Аллаха. Но прыгают, бегают, кричат, свистят, все, что им приходит в голову. Нету мутаба, не делал это пророк. Ихлас чистый, ради Аллаха это делает. Спросишь, он лучше тебя кричит, лучше тебя делает. Делает все, что ему кажется, все, что ему сказали, все, что ему хочется. Но нету мутаба, не делал так пророк. Не делал так пророк, не принимается. Его ихлас не является оправданием. Ихлас не оправдание, ихлас и мутаба. ليبلوكم الذي خلق الموت الله قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي тот который خلق الموت который сотворил и жизнь и смерть ليبلوكم чтобы испытать посмотреть на как вы будете ليبلوكم أيكم أحسن عملا Фудайль ибн Аяд говорит, здесь имеется в виду ахласуху ва асвабуху правильное и искреннее. Правильное называется, если это делает пророк, искренне называется, это делано ради Аллаха. Вот эти 2 вещи прошу раз и навсегда запомнить, решат все проблемы в голове мусульманина. Если один из них потеряется, не принимается дело. И последняя категория людей, которые поклоняются Аллаху Субхану ва Тааля без ихласа и без мутаба, это как любой намаз читает, как он читает, он самые дурные, самые большие грешники, которые вот это делают, это и даже не являются мусульманинами. И я когда буду, тебе одному поклоняемся. Что значит поклоняться?
еще раз говорю, каждый раз, когда слышим слово поклонение, прошу обратить внимание, сразу, чтобы в голове у нас появилось определение этой поклонения, это делать то, что любит Аллах, то, что приказал Аллах, как это показал нам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Ла ибадата, но не является ибада, поклонение, если это не будет, вот сердце, если не будет там толчок, который из-за любви Аллаха, хуб ваддуль, говорят ученые, то есть, если не будет толкнуло тебя, ты хотел, не только ради Аллаха, любя, хотел ты достичь довольства Аллаха Субхану ва Тааля, и дуль это покорность и смирение. То есть, не для того, чтобы отец сказал, дедушка приказал, люди делают, даже с ихласом, но в любом случае, чтобы это давление или внутреннее давление у тебя было, ты хочешь достичь. Любить Аллаха. И никто не полюбит Аллаха, если не будет знать Аллаха, узнавать. Из-за этого сегодня, и в общем мы стараемся и эти хутбы, и эти уроки, чтобы немножко узнать о Аллахе Субхану ва Тааля. Кто Он? Какой Он? Что Он хотел от нас? Как Он сохраняет? Какой Он милостивый, милосердный? Как Он защищает? Вот узнавать Аллаха, самый первый шаг, и это тоже Ибн Кайим говорит, надо узнать Аллаха, побольше познавать, и это толкнет, полюбить Его, то есть ты будешь Его любить, и ты будешь покорно, смиренно поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля. Ияка на'буду, то есть ибада должно быть с хуб, то есть любовью Аллаху Субхану ва Тааля, и вадуль, и смиренностью Аллаху Субхану ва Тааля. И, конечно, следующее предложение «Ияка настаин», «Ва ияка настаин». «Ияка на'буду», тебе одному поклоняйся, и у тебя одного, субханаллах. И повтор «Ияка» здесь, на арабском языке, всегда такой метод арабского языка укоротить максимально. Но когда повторяется, значит, имеется в виду что-то еще важное. Здесь можно было сказать «Ияка на'буду ва настаин». Поклоняемся тебе одному и просим помощи. Но повторяли, вот Аллах повторяет здесь это лафз, вот это слово. Чтобы указать, обратили внимание, у тебя одного просим о помощи. Вот эти две слова, ибада, тебе одному поклоняемся, и у тебя просим о помощи. И здесь мы видим, ибада стоит впереди, поклоняемся, потом просим. Сначала должны делать Аллах что-то, делать ради Аллаха истине, как делал пророк, потом попросить о помощи. Из-за этого нету ибада, не является ибада без помощи Аллаха. Вот эти два слова собраны в одном ая, и мы рассказали про тот хадис, который Аллах отвечает нам, когда мы говорим «Альхамду лиллахи раббил аламин, ар-рахмани рахим, малики йомин», и когда мы читаем «Ияка на'буду, ва ияка настаин», Аллах говорит, это между мною и между моим рабом. И рабу моему то, что он попросит. И что мы просим? После этого «Ихдина сират аль-мустаким». И направь нас на прямой путь. И это, иншаллах, постараемся быстро сказать во второй хутбе, потому что там люди на улице. Альхамдулиллахи раббил аламин. Акулу каули хаза ва астагфируллаха ва лакум фастагфируhu. Алхамдулиллах, саламу аля расулиллах. В завершение этой хутбы, конечно, как говорится, про Фатиха хотелось еще больше и больше, но мы так договорились, что будем говорить очень мало, то есть указывать на основные вещи, и после этого, кто хочет достичь довольства Аллаха, кто хочет достичь понятия слова Аллаха, чтобы Аллах ему открыл, пусть обратиться к знанию. То есть сейчас, альхамдулиллах, все доступно, у себя дома можешь открыть перевод, все есть, тафсири даже, не только перевод Корана, даже тафсири пошли. Перевод, и эти аудио, и эти записи, альхамдулиллах, доступно все. Но берем мы или нет, это каждый пусть знает. И ияка на'буду, то есть самое первое, не ибада, не таухид, ничего, кроме без знаний. Фа'лам, в Коране, знай, не говорится скажи, фа'лам, знай, аннаху ла иляха илля, что нет. Поистине нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Знай. Потом вастагфири дамбика. Потом попроси у Аллаха прощения. Не можем просить Аллаха прощения. Даже не знаем, что у него просить, если не будем знать.
Знание на первом. Знание на первом. Без знания ничего нету. И сейчас мы увидим конец этого фатиха, что как люди разошлись, или как Аллах разделил людей на этой земле на 3 категории. Ихдина сират аль-мустаким. Ихдина, то есть ты, о Аллах, направь. Направляющий Аллах. Сколько бы мы ни трудились, сколько бы мы ни знали, сколько бы мы ни вложили сил, направляет только Аллах. И здесь, конечно, задается вопрос, хидая, направить, это прямой путь, встать, идти по прямому пути. Что значит? 2 вида хидая. Первое, Аллах, укажи нам, то есть через пророка. И это дело пророка и те, которые следуют за пророком. Наше дело, наша миссия, это то, что пророк поставил, это направлять, указать. А вот довести до сердец, тауфик называется, довести до сердца, довести до мозга, довести чтобы этот человек сделал и дошло до него, это дело Аллаха. То есть у нас 2 вида направления. Первое, направить, то есть указать, что правильно, что неправильно. Это было приказано пророку. Если кому-то что-то было дано, то было дано пророку, чтобы он направил своего дядю Абу Талиба на прямой путь. Но он не смог. Он объяснил Абу Талиба, его родной дядя, указал ему, доказал ему, объяснил ему, все. Но тот не принял. Если кому-то было дано заставлять или управить, или воткнуть это гидая, прямой путь в сердце, то пророку было дано. Не дали ни пророку и никому. Почему я это здесь обратил внимание или сделал такую паузу или акцент, чтобы знали, дело наше простое. О люди, я его нас убуду роббакум. О люди, там туда входят и мусульмане, и не мусульмане. Поклоняйтесь своему Господу. Вот призыв. А придут они, не придут. Это дело Аллаха. Наше дело довести. Довести до ушей, если так образно сказать. До сердца это Аллаха полномочия. Я почему это говорю? Потому что некоторые стараются, да, с хорошими намерением воткнуть это прямо в сердце, я не знаю куда, и еще недоволен. Субханаллах, это не твое полномочие. Ты уже взял полномочия Аллаха. Ты сказал брату, это правильно, это неправильно. Все. Ты свое делал. Суд Аллах сделает ему. Тебе скажет, что ты сделал. Ты скажешь, о Аллах, довел. Ему скажет тот, который не принял. Ты что возгордился? Ты почему? Это уже между ними и Аллахом. Это уже не наше право. Чтобы знали, как делать дава. Хотеть делать дава это хорошо. Но знать это лучше. То есть без этого нету. Из-за этого еще раз говорю, ихдина, о Аллах, ты направь. То есть направляющий Аллах, да, мы объясняем, пророк объяснял, а кто вот внутрь, сердце, потому что основа сердца, если дошло, значит сердце будет командовать, и люди, или человек, или мусульман будет послушным. Из-за этого довести до сердца, это дело Аллаха. Довести до ушей, это дело рабов Аллаха. И каждый из нас будет знать свое дело и оставлять Аллаха дело, будет порядок. А если не знать, то начинается все это беспорядок. Это первое, ихдина. Ас-сират, это путь, это дорога. Сират, это дуня. И в дуня есть сират, и в ахре есть сират, субханаллах. В дуня есть у тебя путь, и в ахре над джаханнам, над адом есть путь. Как в этом дуня? Идешь правильно, Ибн Каим говорит, по этой пути, знай, пойдешь правильно там. Будешь заворачиваться здесь от правильного пути, и там тоже. Насколько Аллах тебе помог, насколько ты старался идти по правильному пути, вот в этом мире сират. Аль-Мустаким, прямой. Понимаем, что? Значит, есть и другие пути, не мустаким, неправильные. И просто это даже на рисунке показал. Взял и нарисовал на песке. Вот это путь Аллаха. А рядом параллельно пути шайтана. Только один путь. Прямой путь пророка, путь, который мы просим. И еще раз говорю, не только на словах, а должны еще и в делах. Из-за этого тот, который пошел по прямой пути в этот дуня, он близок, чтобы он пойдет по прямой пути и над адом, путь. Насколько здесь мы серьезно, настолько ради Аллаха, с именем Аллаха идем по прямой пути, настолько же, потому что в хадисе достоверно говорится, что некоторые судный день пройдут через эту дорогу, или через этот мост, или через этот путь, как ветер, быстрый ветер, как лошадь скачущий, как человек ползущий. Смотря как ты был в дуня на прямой пути, так же ты пройдешь над джаханнамом, над адом. Ихдина сират.
Сират один, единственное число. Субханаллах, тоже посмотрите. Направь нас на путь. Сират один. Нету. Другие пути нету. Тарик один. Тарикат нету. Тарик один. Сират. Аль-Мустаким прямой. То есть Мухаммад, муфассиры, которые комментируют это, объясняют это сират, здесь имеется в виду Мухаммад. Объяснение есть такой тафсир больших этих сахабов. Есть иман, есть Коран. И все они, хотя разные слова, одно целое. Это религия ислама. Единый сират аль-Мустаким. И потом, наконец, Аллах Субхану разделил людей на три категории. Сират аль-лазина ан'амта алейхим. Тем, которые ты облагодетельствовал, даровал все эти нямы. Кто они? Те, которые узнали истину и пошли за ней. Узнали и пошли. Алиму, узнали, ва амилу, и сделали. Они так, которые сейчас пойдут. Гайрил магдуби алейхим. Они те, как узнали. Слушайте внимательно, сегодня мы узнали. Да, здесь имеется в виду Ахль Китаб, люди Писания, но Ибн Тайми говорит, мусульмане, которые узнали и не делают, входят в это ая. Те, которые узнали и не делают, те, которые напал на них гнев Аллаха. И мы в каждом фатиха просим, ихдина сират аль-мустаким, направь нас на прямой путь. Путь кого? Ан'амта алейх, тем, которых ты даровал, тем, которых облагодетельствовал. Все, прямой путь у них есть. А не тех, которые узнали, магдуб, это тот, который узнал и отвернулся. И самое интересное, валаддали, те, которые вообще не знали. То есть не делай нас из них. Отверни нас, оттолкни нас. Аллах, Субхану, мы просим Аллаха, чтобы сделал нас первой категорией, а не второй и третьей. Вторая категория, как мы сказали, люди Писания, это Ахлюл Китаб, Аль-Яхуда ва Насвара, объясняют в Сирии. Извините. И здесь ученые говорят, здесь не только входит Ахлюл Китаб, сюда входят и даже мусульмане, которые узнали истину и отвернулись. На них и падает этот гнев Аллаха, валаддалин, а те, которые не знают чего, и поклонялись, как хотели, валаддалин. И вот эти, те, которые заблудились. Из-за этого вот это три категории людей, которые Аллах Субхану разделил на этой земле. Те, которые узнали, сделали это, те, которые Аллах облагодетельствовал, Аллах давал им все, и дуня, и ахира, а те, которые пал на них гнев Аллаха, и заблудшие, вот это те, которые узнали истину, и отвернулись, или вообще ничего не узнали. Аллаха просим, чтобы делал нас первой, и сохранил или дал нам в этом дуня истинные правильные знания и помог нам в нашей пути. Альхамдулиллахи Раббил Аламин.